Всем привет, меня зовут Любовь. Сегодня я хочу поговорить про набор фирмы Джейн Лин под названием Grape Spell Pool. Вообще данный набор тяжело было найти в России, поэтому я его заказывала из Америки. Не знаю, как сейчас, можно ли его найти, возможно, он уже снят с производства. Купила я этот набор, потому что прочла в интернете, что если вышить виноград и повесить его на кухню, то можно улучшить свое финансовое положение, а деньги не бывают лишними. В мой набор входило канва, инструкции, иголка, органайзеры, нитки, схема и немножко рекламы. Канва хорошая, плотная, накрахмаленная была, а виды 14 каунта. Размер канвы 63 на 24 сантиметра. На этикетке указан размер 12,7 на 56 сантиметров. Это не размер готовой работы. Это размер готового шнурка для звонка. То есть вот из этой вышивки дальше делается шнурок для звонка. И его размер будет 12,7 на 56 сантиметров. Размер вышитой работы 12 на 53 сантиметра. То есть у меня запас был по 5 сантиметров сверху и снизу и по 6 сантиметров по бокам. В набор входила игла номер 24, я ее даже не вскрывала. Просто у меня очень много игл, и я вышивала парковкой, поэтому воспользовалась своими иглами. В набор входят нитки фирмы DMS. К данным ниткам у меня нету претензий, и никогда не было, и, наверное, никогда не будет, если, конечно, они не начнут портачить с производством. К данным ниточкам даны номера. То есть, когда вы заканчиваете вышивку, вы можете перемотать эти ниточки на бобинки и спокойно пополнить свои запасы. Если закончится нить, то никаких проблем не возникнет, так как нитки DMS продаются на каждом углу. Ниток осталось очень много. Органайзеры мне не понравились. Это просто 3 плотненьких бумажечки с дырочками и пронумерованные. Тянуть ниточку с нее опасно, потому что может это плачевно закончиться. Ниточка может порвать органайзер. Поэтому я сразу перенесла нитки на свои органайзеры. Тем более на этих органайзерах нет никакой информации. На данных органайзерах нет номеров цветов ниток. Здесь только пронумерованы отверстия. А за некоторыми номерами закреплены 2 цвета нитей. И это встречается в обоих органайзерах. Если вы собираетесь использовать данные органайзеры во время вышивки, то я советую разобрать нитки и подписать номера DMS, потому что в ключе к схеме указаны именно номера ниток DMS, а не номера ячеек. А расшифровка данных номеров находится на обратной стороне от схемы. То есть это очень тяжело будет не запутаться, найти где какой цвет и какой именно цвет вам нужен. Инструкции прилагаются на 4 языках: английский, немецкий, французский и испанский. Общая инструкция напечатана на отдельном листке. В конце данных инструкций даны понятные схематичные инструкции на английском языке. Инструкция же к данному набору напечатана на обратной стороне листов со схемой. Эти инструкции тоже на 4 языках. Здесь дана табличка с расшифровкой ниток, название каждой карточки, их всего 3 в наборе. Затем идут название цвета нити, затем идет количество ниток, пасм, входящих в набор данных цветов. И даны номера нитей, номера DMS. Нитки легко разобрать, используя данную таблицу. Ниже дана инструкция, как сшить звонок для колокольчика из данной вышивки. Схема черно-белая, символьная, на 2 больших листах. Это не очень удобно, так как, во-первых, схема очень большая, а во-вторых, на местах сгиба схема протирается. Также состыковка 2 частей мне не очень понравилась. Она находится далеко друг от друга. Она не очень удачная, и можно промахнуться или запутаться. На схеме отмечен бэкстич, и это иногда не совсем удобно. Бывают моменты, когда бэкстич перекрывает какие-то крестики, и приходится гадать, что там за крестик, что там за символ под бэкстичем. Здесь получилось так же. Для фона выбран значок слэш, это палочка, наклоненная вправо по диагонали. И когда линия бэкстича тоже проходит под таким же углом и попадает на значок фона, то приходится гадать, есть ли там этот значок или его там нет. Я не могу сказать, что схема легкая и простая. У меня от нее рябило в глазах. Очень много смены цвета. В данной схеме есть четверть крест и 3 четверти креста. И они отмечены настолько мелко, что у меня начинало рябить в глазах. Есть одиночные крестики.
Только на фоне и листах виноградном можно отдохнуть. То есть там идут большие куски одним цветом. А в ягодах только и успеваешь что закреплять и заправлять нитку на начало и конец фрагмента. В схеме я нашла 4 крестика. Они немножко странные, поделенные крестики, где четверть креста и 3 четверти креста. Оба символа там одинаковые. Для чего это было сделано, непонятно. Все равно по этим крестикам и потом идет бэкстич, и он делит этот крестик пополам. Для чего делать 3 четверти и 1 четверть одним и тем же цветом, если можно сделать обычный крестик и затем его поделить бэкстичем? Я немножко не поняла. Ключ возле схемы, и на одном и на втором листе. Там указаны все номера ниток. В вышивке используется 33 цвета нити. 26 из них используется для выполнения креста в 2 нити, 1 нить для полукреста в 1 нить и 1 нить для бэкстича. Бэкстич выполняется в 1 нить. И используется 3 бленда, состоящие из 2 нитей разного цвета для выполнения крестика. Данный набор мне понравился по картинке в интернете. То есть я не смотрела отшивы, я не смотрела отзывы, фотографии. Наверное, зря. Когда начала вышивать, меня много что в нем испугало. Резкие странные переходы цветов, частая смена ниток на ягодах и бесконечные закрепки. Я представляла иначе данный набор. Надо было все-таки перед покупкой посмотреть отшивы, либо фотографии поближе. Вышивка была у меня выходного дня. Осилила я всего 30-40 рядов и бросила. Позже я попыталась вернуться к данной схеме с маркерами и перешла на вышивание методом парковки. Все равно ничего не получилось, так как терялась в схеме. Парковка не удавалась, она мне тормозила процесс. Из-за ягодок. Ягодки все мне испортили. В этом году у меня появилась программа для вышивания на планшете и на телефоне. И вышивка пошла. Она ожила. Я смогла вышивать с планшетом намного проще это делать. С данными программами мне теперь никакая вышивка не страшна. Я уже теперь не боюсь потеряться в схеме. Единственное, что я потратила время, это рисовала на компьютере схему. Но мне это нравится, я не против, почему нет. Зато я быстро вышила данный набор с помощью этой программы. Не ожидала, что я ее все-таки добью. Без обшивки данная вышивка меня пугала. Я решила сразу делать обшивку. Хотя и с обшивкой она мне не очень нравится. Когда она висит на стене и краем глаза я ее вижу, вот тогда она мне нравится. Если я подойду поближе, буду ее рассматривать, меня все-таки до сих пор отпугивают вот эти цвета. Я все равно ее хочу оформить и повесить на кухне. Там буду смотреть на нее краем глаза и попивать чаек и ждать того, что финансовое положение в моей семье улучшится. Я верю, что должна сработать эта вышивка. Чтобы она улучшила мое финансовое положение, я должна ее полюбить. Все-таки с бэкстичем она выглядит лучше. Но дверной звонок я из нее делать не буду. Я думаю, что надо ее оформить в рамочку и повесить. Либо сделать как панно. Я не представляю, как можно сделать дверной звонок с вышивки. Как сердце не будет сжиматься, если кто-то будет хватать грязными руками. В общем, не для дверного звонка. Не в моем случае. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вся информация была интересна и полезна для вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, ровных вам крестиков. Пока-пока.